Зовут меня Тимир. Тимиров. Меня зовут Рженов Кирилл. Вам надо будет определить, где кюр, а где тушенка. А где не кюр? А где тушенка? А Да. что, реально из тушенки прям? У нас очень часто кюр сравнивают с тушеным мясом, тушенка. Мы купили тушеную баранину, тушенку прям, Прям вот консерва. да, консерву. Калмыцкое производство Иванов, ИП Иванов. Слышали? Вот. И чтобы не было таких вот моментов, когда вот часто говорят, едят кюр, а потом говорят, как на тушенку похоже. Мне хочется сказать, ребята, ну кюр и тушенка это немножко Разные разные вещи. вещи, да. Поэтому вам надо будет определить, где кюр, а где тушенка. Я ел один из кюр, и мне очень понравилось. Это прям. Я бы не сказал, что она прям похожа на тушенку. Ну это кюр. А это однозначно тушенка. У них похожесть в том плане, то, что мясо тает во рту. Единственная похожесть. А вкус, это вообще небо и земля. Тут дает очень сильно приправами в тушенке. Очень сильно дает. Что-то. Если это тушенка, то это какая-то очень странная тушенка. Ну, вот его прям вот так вот прям просто толкаешь вилкой, он уже этот отделяется мясо, да? Ну-ка, вот это. Тушенку вы не едите. Ну да. Как она была приготовлена, эта тушенка? Просто пожарили и принесли. Не, ну если так, то пойдет. Сейчас я еще раз попробую. Да. Если не сравнивать. Баранье именно, да? Да, во-первых, хорошие куски мяса, да, заметьте? Да, Жир. жира мало. Ну такое, да, прикольное, можно брать себе. Обычно в тушенке бывает вот этот прожилки. Вот эти. Ну это в говяжьей тушенке. Да, ну и баране тоже встречал. Бывает. Я баранью первый раз ем тушенку. Это кожа жирная, вот эта, которая она прям такая твердая, невозможно проживать ее. Тут такой нету прям. Калмыцкое мясо априори не может быть Нет. невкусным, да. По-любому. Я просто ел там несколько раз, там не калмыцкое мясо, там вообще другой вкус немного. Калмыцкое прям чувствуется, что она калмыцкая. Ну кюр это пятерочка по-любому. Это баранье мясо, она нежная. Все привыкли, наверное, к жесткой, наверное, баране, а кюр именно она нежная. Но я бы его ел бы каждый день. Я мясо люблю просто. Каждый день бы ел мясо. Ну вот по тушенке, но я бы ее не ел каждый день. Не, можно, конечно, там раз там недельку, может быть. Ну, тушенку вообще, мне кажется, мало кто ест постоянно. Студенты. Ну, студенты, да. Особенно в Элисте, в Москве, наверное. А с собой отсюда берут, там банки с собой Да, везут. короче, надо Иванову сделать, чтобы Да. они студентам возили тушенку. По-любому. По скидке, ну. Как тушенка, если сама тебе как тушенка из баранины, то она нормальная. Не знаю, я сразу отличил, что это тушенка, а это кюр. Ну а чем они отличаются? Вкусом. Тушенка она же консервирована, она же сразу видно, что там есть специи. А так, конечно, мясо разваливается похоже. Они похожи на вид. На вид похожи, но на вкус они разные немножко. 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 Вот берешь в рот кусочек баранины кюра, ну сразу видно, что это натуральное мясо. Тушенку берешь, ну сразу видно, что это тушенка. Тушенка. Я, короче, только сейчас догнал вопрос. Например, ты пришел в ресторан первый Я раз. бы не сказал, что кюр Нет, ты не похож. ел ни разу ни кюр, ни тушенку. Ну, ел тушенку, но не ел кюр. И вот как бы ты узнал бы ты, отличил бы тушенку от кюра, если бы ты не ел бы никогда кюр? Если не ел бы никогда кюр, конечно, не отличил. Не отличил бы? Не знаю, я бы отличил. Ну, в плане том, что я просто... Если мне сказали, вот кюр, и пробую его. Я сказал, вот, ну, это кюр, и буду как бы для себя потом думать, что это, ну, в последующем оно такое должно быть именно. Такой вкус. Кюр по-любому 5. Потому что это вкусно, во-первых. А по тушенке прям скажу то, что на уровне тушенка. Я много съел таких
как бы консервированных продуктов такого производства. И могу сказать с уверенностью, что на уровне она. Я улетаю, не бери меня обратно, подлетаю на... Я наелся. Спасибо.